Очень, очень жаль. Ну, то есть, на самом деле, насрать, но в то же время жаль. Да, правда. Что, работаем? Сэм Бенен Худут. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях художник и артист Амгалан Ринчине из Лонды. Сэм Бенен Амгалан. Сэм Бенен. Как дела? Отлично. Ты сейчас только сегодня приехал с фестиваля молодости, жизни и музыки Байкал-Номус на Байкале. Все верно. Я правильно понимаю, что я правильно обозначил насчет молодости, жизни и музыки? Ну, так и так можно сказать. Танцевальных ритмов и электронной музыки. И это тоже там было. Под эгидой чего все это проходило действо? Под эгидой искусства, электронной музыки, свободы. Хорошо. Скажи, зачем ты туда поехал и чем там занимался? Ну, я поехал, потому что ездили туда мои друзья. Вот, и я очень люблю с ними проводить время. Понятно. Танцевал? Очень много. Какой любимый танец там был у тебя? Хоть кое-как, хоть как. Хорошо. Как вы отдыхали? В чем отдых состоял, кроме танцев? Ну, это кроме танцев, прогулки, природа, купание. Ну, вот такой вот туристический. Любовался Байкалом? Бывало. Пил ли алкоголь? И это тоже. Больше первого или второго? Больше всего. Больше всего? Больше всего, да. И первого, и второго. Хорошо. Слушай, Амгалан, ты перед началом поставил вот такие штучки вместо наших обычных кружек. Да. Пиалы. Расскажи, что это за пиалы, из которых мы пьем? Это пиалы моего. Я делал их. Это пиалы называются чинтамани. Чинтамани. Это что с буддизмом связано? Да, это буддистская мифология. Чинтамани – это камень, который исполняет любое желание. То есть человек, который найдет его, может загадать любое желание, и оно исполнится. Это чинтамани камень несет на спине химорин. Вот, и это моя интерпретация того, как мог бы выглядеть камень. Понятно. Я сначала, мне приходит в голову божьи коровки или что-то такие небольшие язвы или волдыри выскочили. Почти. Ну и так можно. Тоже, вот. Мне кажется, красиво. Вполне. Хорошо. Амгалан, когда я общаюсь с людьми, мне несколько раз тебя отрекомендовали как восходящую звезду бурятского искусства. Ни разу не слышал. Окей. Я слышал. Но тебе, может быть, лицо это не так легко сказать, как мне. Вероятнее всего. Да. А я тебя назвал еще, когда представлял, артистом и художником. Да, вроде верно. Да, это нормально, да, артист и художник. А вот насчет восходящей звезды бурятского искусства, Амгалан, верно или нет? Ну, я сам не знаю, как это принято спрашивать у жертвы всегда. Вот как вам, когда вас так называют, там, допустим, да не знаю как. Но поэтому... ты соотносишь себя с какой-то восходящей звездой? Нет. Почему? Что тебе не дает назвать себя восходящей звездой бурят? Я не понимаю, что такое звезда. Это типа что? Ну, видимо, свет, который освещает, настолько она ярко пылает. Тогда хорошо, ладно. Согласен. Готов быть звездой. Хорошо. Ты сам считаешь, ты большое явление, как художник, как мастер? Я думаю, я заметный. Заметный, да? Что в тебе делает тебя заметным, Амгалан? Скажи, пожалуйста. Я думаю, мой способ мышления и мое выражение себя через визуальное искусство. Я думаю, вот это. Как бы, может быть, что-то это необычно, или это очень точно, или это очень трогает людей, поэтому как-то вот так. А ты можешь объяснить вот про этот необычный способ мышления человеку со стороны, который вообще не втыкает? Что это за такой, как ты думаешь, иначе типа или что? Ну я предположил, что необычно. На самом деле для меня это совсем обычно. Ну, не знаю. Вот люди говорят, подходят и говорят, что вот ваши работы, допустим, очень близки мне, хотя я считаю, у меня нет такой задачи достучаться до каждого там человека. Я просто делаю то, что делаю. Замечательно. Хорошо. Давай представим, что эту видеозапись, этот видеофайл, эту видеопленку смотрят спустя какое-то время, возможно, после твоей смерти. Сложно представить, но окей. Постараемся. Как бы ты хотел бы, чтобы тебя запомнили бы? Кем бы тебя запомнили бы? Кем бы ты хотел остаться в памяти людей? На самом деле я бы не хотел бы остаться в памяти людей. Почему? Потому что это, не знаю, это такая идея о том, что я останусь в памяти людей, и из этого исходит задача какая-то моя остаться в памяти людей. Ну, в общем, мне кажется, это слишком высокомерно. Остаться в памяти людей? А ты вообще что-то видишь плохое, чтобы оставаться в памяти людей? Можно так сказать? Плохого не вижу, но хорошо, я бы не хотел. Понятно. Я недавно был в залу на выставке, которую ты курировал. Что это за выставка была, Амгалан? Это выставка трэш-арта, Боб-Хок называется. Выставка, в которой принимали художники. И ты был куратором? Да. Из этого я делаю вывод, что ты, в принципе, плюс-минус шаришь в искусстве.
Могу, ага, могу. Насколько, Галан, ты шарящий человек? Вот если бы я попросил по 10-бальной оценить. Себя, да? Себя, ну, на 5 давай. Хорошо, давай, я дальше веду. Я думаю, не должно остаться секретом для публики, что мы с тобой состоим в одной телеграм-группе, которая называется «Где стоит много людей творческих профессий». Да. Да. И недавно кто-то выложил там такую картину с Путиным. И попросили тебя прокомментировать, Амгалан, считаешь ли ты это искусством? Мы сейчас покажем эту картину. Ты помнишь ее? Да, помню. Она есть у тебя перед глазами. Да. Ты помнишь, что ты ответил тогда? Да, помню. Скажи, пожалуйста, что ты ответил. Меня просили сказать, искусство ли это, Да. и это вполне может быть искусством, ответил я. Все зависит от контекста. Хорошо, хорошо. Кажется, То есть при одних условиях это искусство, при других это не искусство. Искусство всегда определяется контекстом. И если бывает искусство, это все искусство, оно разного уровня. Я понимаю. То есть искусство делает произведение искусства делает его не оно само, а окружающая среда. В которую оно погружено. Да, совершенно верно. Окей, с той картиной разобрались. Я могу какие-нибудь еще примеры привести, просто чтобы мы разобрались с понятием искусства, не искусства. Не знаю, если что взять здесь. Видишь, картина Юбжана Сюй стоит. Да. Это искусство на подоконнике, которое. Ну, Юбжана художник, она как художник, она производит искусство. Вот это то, что она производит искусство? Вот я думаю, да. Да. Потому что? Потому что вот я ее не вижу, просто картину. Ну, допустим, она условно картина, допустим. И эти обозначения, они очень условные. Искусство, допустим, назовем все искусством. Это ценное произведение искусства? Пока непонятно. Хорошо. Нужен контекст времени нужен. Не знаю, давай возьмем. Помнишь, стоит около Galaxy памятник Рокоссовскому? Да. Это искусство? Формально, да. А неформально? А неформально нужно разбираться. Хорошо. Ты знаешь, допустим, такой движ бурятский андеграунд Бато? Да, конечно. Это искусство? Я думаю, что это вот искусство. Это вот искусство. Да. Ты такое ощущение, что из всего, что я перечислил, это больше всего искусство? Вот на твой взгляд. Да. Почему? Да, Почему Бато круче всего остального? Ну, потому что, мне кажется, это контекст того, что они делают, очень подходит к данному времени. То есть искусство еще должно быть актуальным. Если искусство актуально, то оно очень интуитивно понятно, очень трогает, то есть эмоционально. Вот. И современник, я думаю, понимает его. И вот я понимаю его, и мне кажется, это какая-то новая работа с новой формой. Ну, я уже как исследователь. Я понял. Бато, получается, актуальнее Рокоссовского? Да. Но помимо того, что ты восходящая звезда бурятского искусства, или, возможно, взошедшая, ты еще и работник театра Ольгар. Все верно. Во имя чего ты там трудишься, Амгалан? Мне вообще нравится там работать. Я работаю там очень давно. Я работал как художник-иллюстратор, как дизайнер. И во имя чего? Во имя искусства, конечно. Во имя искусства? Да. Я хочу быть частью. Что? Я хочу быть частью чего? коллектива, который работает в области. Скажи, чем ты там занимаешься? Я там занимаюсь, рисую иллюстрации для афиш. Хорошие, годные? Сгодится. Сгодится? Да, сгодится. Не то, что я делаю как художник, но типа как иллюстратор сгодится. Очень норм, да, очень норм. Еще я еще менеджер, то есть управляю там какими-то проектами, участвую в их создании, реализации. Продолжай, пожалуйста. Вот. И, конечно, участвую в управлении. Я понимаю. Вот. Можно сказать, что это работа твоей мечты, Амгалан? Я не могу так сказать. Почему? Что мешает? Но я об этом не мечтал, поэтому вот формально она не является работой моей мечты. Нравится ли она мне? Хорошо. Нет. А работа твоей мечты – это какая работа? Работа моей мечты – это… Вообще, о чем я мечтал? Я в детстве мечтал быть уборщиком в школе. Мыть полы. Почему не сложилось? Ну вот, не Пробовал? сложилось. Пробовал. Не понравилось, что ли? Не то, что не понравилось, а ну как-то вот не получилось. А что тебя привлекало в этой профессии мойщика полов в школе? Мне кажется, это такая отстраненная… То есть я себя представил всегда таким отстраненным, моющим полы. Это такая работа, не требующая каких-то… Вот мыть полы – это несложно. Зато во время этого мытья полов можно думать, например, или слушать музыку. Мне кажется, это классно. Понятно. Сейчас бы выбрал бы, если бы одинаково платили бы мыть полы или в Ольгаре работать при равной зарплате и равной занятости?
Работать в Ульгаре. Работать в Ульгаре. Хорошо. Амган, мы можем немного поговорить о твоем внешнем виде? Окей. Я правильно понимаю, что, будучи артистом, ты и через свой внешний вид, скорее всего, тоже какое-то послание миру несешь? Да, ты прав. Расскажи, пожалуйста, об этом послании. Ну, мне кажется, послания, такого прям послания нет миру, но я считаю, что мое внутреннее, любое выражение внешнее человека – это отражение внутреннего. И я хочу быть одинаковым и внутри, и снаружи. Вот давай разберем сегодняшний твой внешний вид, пожалуйста. Окей. Да. И я даю тебе слово. В чем я одет? Да, вообще, как ты выглядишь, вся твоя внешность. Ну, сейчас одежда у меня собрана из кусков старой одежды. И я думаю, что это вот... И я такой же, на самом деле. Ну, если что, то Амган примерно в жизни плюс-минус так же одевается. Вот. И сегодня, на самом деле, у меня... Я одел то, что было, но вся моя одежда – это отражение меня. Хорошо. Ну, как вот эта рубашка, допустим, тебя отражает? Ну, она лоскутная, во-первых, из разных кусков. Это все моя одежда. То есть это опыт такой мой, который я несу с собой дальше. Ты красишь волосы? Да, я помню, у тебя были розовые волосы. Синие, зеленые, красные, много всего. Да. Какой у тебя естественный цвет волос? У меня темно-русый, как говорил мой парикмахер. Темно-русый. Почему ты предпочитаешь естественному цвету вот эти цвета, обозначенные выше? Ну, мне кажется, это красиво. Красивее, чем естественные твои волосы? Нет, не красивее. Почему ты выбираешь менее красивый вариант? Я даже не оцениваю с точки зрения красивый. Я бываю разным. И вот разность вот это. Я бываю в естественном цвете вообще-то. Что ты бываешь? Я бываю с естественным цветом волос. Окей. Бываю. Хорошо. Они так меняются. Окей. Ну что ж, вполне понятно. Амган, ты бурят? Да. Ты уважаешь бурятский народ? Уважение. Я часть бурятского народа. Уважение. Вот не могу понять, вот как это. Смешанные чувства? Да. Почему? Потому что не знаю, что значит уважение, вот понимание, вот о чем договоримся, может быть, что это значит. Может быть, ты мне пояснишь, что это вот ты имеешь в виду? Ну, уважительные отношения с небольшой долей благоговения, может быть, и с положительными эмоциями, может быть, что-то теплое и что-то, к чему ты, частью чего быть стремишься или желаешь. Стремлюсь. Я часть этого. И тебе, может быть, приятно быть частью этого? Очень приятно. Очень приятно быть, да, частью бурятского народа. Почему? В отсутствии выбора, собственно, остается только наслаждаться. Шикарно. Отлично. Ты ведь жил в Москве? Да. Как бы ты презентовал бурятов человеку, который вообще не в теме, кто это такие? Ты можешь вкратце объяснить, что это за люди? Ну, мне часто это приходилось делать. Будь добр, еще раз, пожалуйста. Ну, первое, что я говорил, это народ России, который живет у Байкала, у берегов Байкала. Этого было достаточно обычно. Ну, это только скорее географию расселения этого народа отражает. А вот если бы я попросил тебя о внутренней сущности этих людей рассказать? Кто такие? Я этим всю жизнь занимаюсь, этим вопросом. Вот пока... Непонятно, что за люди? Не то, что это такой набор многих каких-то моих заметок. Вот, ну, парочку можешь каких-то самых ярких черт там, главное, из этих заметок? Буряты. Такие буряты. Словами нет. Ты с Хоринского Аймака, правильно? Да. Село Амгаланта. Все верно. Расскажи немного о своем районе и о селе. Район это на северо-востоке, кажется, Бурятии. Да. Ты что-то опять география тебя потянула. Ну, короче, это таежный район. 80, кажется, большая часть тайга. Поэтому там у нас, например, мифологически, допустим, лес у нас очень темное место. Например, мы отличаемся от тех, кто живет в степи. Допустим, джидинцы. Джидинцы не все, кстати, живут в степи. Ну, где-то в степи, вот джидинцы. Ну да, вот, допустим, кишингинцы, они живут в степи, наверное. Мухашибирцы. Может быть. Агинцы. А вот агинцы, да, агинцы. Степнее агинцев никого нет, наверное. Я думаю, да. Вот, поэтому... Чем же вы отличаетесь? Да всем. Вот, ощущение пространства, например, у меня очень. Я очень, вот, общаясь с агинским бурятом, у нас разные ощущения пространства. А в чем разница? Расскажи, пожалуйста, мне. Например, они говорят, что их, например, они запарились в офисе, и им хочется идти в степь. Выйти в степь, поорать, может быть, что, не знаю, как это ощущение. А тебе комфортно? А мне, наоборот, хочется в лес, допустим. В тишину, там, где вот локально все огражено, и я могу
наедине, подумать с собой. Мне кажется, в степи невозможно быть наедине, хотя, в общем, я не понимаю этого понятия тала. Не понимаешь, да? Хорошо. А понятие лес? Чувственно. Лес, Вот да. есть у вас такое, как вы ой называете? Ну нет, просто вот как-то. Нет такой фразы, которую мы обозначаем. Я пойду. Хорошо. Слышал мнение, что хоринцы самые хитрые из бурят. Нет, не слышал. Серьезно? Серьезно. Ну, типа, хори-буряты такие хитрые люди. Типа, буряты вообще все хитрые, а хори-буряты самые хитрые. Хитрый, да? Окей, ладно. И какая-то будет- У тебя есть хитрость? Или ты прямой человек больше? Безусловно, есть. Безусловно, есть. В чем она проявляется, не знаю. Хорошо. Почему у тебя фамилия на бурятский манер Ринчине, а не Ринчинов? Ринчине, ну, во-первых, мне кажется, так красивее. А ты по паспорту тоже Ринчине? Нет, Ринчинов. Галана, я думал, ты везде Ринчине. Нет. Ты Ринчинов по документам. Во-первых, это красиво. Фонетически. Да, мне кажется. И имеет отношение как-то обоснованно для меня лично. Вот. А во-вторых, Амгалан Ринчинов есть такой художник, сын Салбона Ринчинова. Я не знаю ни того, ни другого. Вот. И поэтому два художника с одинаковым именем будет путаница. Хорошо. А ты знаешь, что значит Амгалан? Да. Безмятежность. Безмятежность или мирность. Вот такой вот. А Ринчине что значит? Ринчине, Ринчин, вот не знаю. Не знаешь. Хорошо. Ора бурят халтегуш. Бурят хилте. Бурят холне дортегуш. Дорте. Йонде. Бурят хилер дуархада бодол юнут их нимгенер картык жанны. Зе. Оранго гырбулу тухе. Навза хорышта. Гыр было мама, пап, хортеп. Тигет. Нютактаб едік, амалтер. Ямара жол. Хадыгу. Мама детсад худылдык. Чем? Тигет. Папа гырте. Юнде. Гыренге жыл. Гыхымбыда. Ухырмала хартык. Зе. Энда. Лайвайн. Амгалан, кто из бурятских артистов больше всего на тебя повлиял? Если есть такие. Имеется в виду художников. Да. Артисты в смысле арт, а не в смысле, которые на сцене. Вот не могу такого сказать, потому что, мне кажется, я не брал в пример каких-то бурятских художников. На бурятских ты не ориентировался, да? Нет. Мы можем с тобой, как с чуваком, который в искусстве разбирается, с искусствоведом, я озвучу некоторых наших общих знакомых, и ты мог бы небольшой свой комментарий сказать по каждому из них? Вот, например, не знаю, начнем с Наташи Папаевой. Наташа – это фигура? Фигура. Что делает ее фигурой? Во-первых, она работает в очень интересном направлении, перформанс. Вот. Это очень интересный метод, способ переосмысления бурятской культуры какой-то, бурятской. Потому что вот если ты знаешь ее перформанс, где она поет Йохар, песню. Ну, конечно, французскую, я слышал этот перформанс. Это очень впечатляет. А искусство, оно, безусловно, впечатляет. Короче, респектуем, Наташа. Респектуем. Имжан Исуй, респектуем? Респектуем. За что? Мне нравится ее подход интуитивного, чувственный. Это тоже, мне кажется, новое, не новое, а вот какое-то такое. Бурятские художники, мне кажется, так открыто пока еще не работали. Так откровенно. Чувств, в смысле, в плане чувств. Хорошо. Саяна Хоманова респектуем? Респектуем. Она художник или иллюстратор? Это одно и то же. За что респектуем Саяне? За то, что она тоже жанр. Мне кажется, вообще художники у нас работают в таких жанрах, которые какие-то как ледоколы, типа новые тропки пробивают, и можно за это респектовать, потому что искусство – это всегда поиск чего-то нового. Новые идеи, новые инновации, какой-то материалов. Вот, допустим, из тех, кого я обозначил, и плюс я еще вначале говорил про Бато. Вот, допустим, взять Юлика из Бато, да? Кто тебе ближе всех из этих обозначенных? Нет таких. Нет Они таких. все близки достаточно. Хорошо. Амгалан, как ты объясняешь, что за пределами Бурятии все знают только Даши и Зорика? Я объясняю это маркетингом. Это правда же, да? Это правда. Ну, кроме них двоих практически никого не знают. Еще, может быть, Иру и Олю знают, Иртахановых. Ну, на самом деле, многих художников знают, если прям так говорить, но они очень раскрученные, так скажем. То есть они они встроены в систему вот этой логистики бизнеса и искусства. Почему с ними это случилось, с другими не случилось? Я думаю, что
это галерея Ханхалаева. Их как бы вот это инструментарий помог. Но это не, мы не можем это не что... значит, что они не талантливы. Я ничего не говорю, но мы можем сказать, что они на голову выше всех остальных? Нет. Ну, кто, например, их масштаба личность? Ну, например, Зандан Дугаров. В твоих произведениях есть душа, эмоции? Идея точно. Идея точно, а душа, эмоции? Да, конечно. Какие это эмоции? И какие идеи? Ну, идея всегда, я кручусь вокруг того, кто я такой, как бурят. И вот это все выражение моих мыслей в визуальном. Какие эмоции? Не знаю, мне кажется, я очень хладнокровный такой исследователь. Хорошо. Первое, что я увидел твое, это работу со шкурами. Помнишь? Она тоже висела за залу, где там были внутренние органы животных отпечатаны. Ты можешь объяснить для тех, кто вообще не в теме, что там было, чтобы они представили, о чем я говорю? Про работу или почему так получилось? Нет, про работу. Про работу. Это, значит, сушеные внутренности коровы. То есть ты взял внутренности коровы и засушил их? Засушил их, да. Засушил и прикрепил к холсту, так скажем. Вот. И это вот работа, вот она, собственно. Хорошо. Мне кажется, она очень красивая, потому что, ну, вот, это тоже внутренности красивые. Да, да. Согласен, да, с этим, что внутренности красивые у коровы? Я согласен. И вообще у всех вот овцы, коровы. У человека? У человека не знаю. Хорошо. Следующая работа, которую я увидел твою, это были языки в банке. Да. Расскажи немножко про эту работу, так же, как про первую рассказал. Ну, это языки про Хелл. Это была выставка Хелл, посвященная языку бурятскому. Вот, и я поднял тему исчезновения языка. Не исчезновения, а потери актуальности языка. Вот, у меня были языки в банках. Чьи это были языки? Это были бараньи языки. Бараньи языки. Да. Вот. Почему не коровьи на этот раз? Слишком большой. В банку не влезал? Да. Хорошо. Вот, их было 14 по количеству диалектов бурятского языка. Ну, там еще была и аудиоинсталляция как бы, к нему вместе, на которой я записывал своих друзей, которые не владеют бурятским языком, но читают текст литературный там. Я помню. И вот это так ломано, нескладно, очень неуверенно. Мне кажется, это отражает наше состояние вот, языка, культуры сейчас. И еще третья работа, которая мне пришла на ум после этих двух, это «Солнце Бурятии». Да. Так, кажется, она называется. Да. Что там изображено? На нем это метод фотографирования, такой самый ранний. На нем изображено, собственно, солнце. Когда я увидел, я не понял, в чем там соль. Ты можешь объяснить для соль? Ну, соль, конечно, в технологии самой. То есть на бумагу наносится светочувствительный раствор. И вот под действием ультрафиолета она становится синим цвета, а так он черного. Не, соль я имею в виду соль не в том, как это технически исполнено. А соль, типа, почему это прикольная работа или не прикольная? Ну вот от этого как раз из технологии как бы растет ноги, что такой синий цвет получается только в Бурятии у меня. Я пробовал много где в Москве, в Питере. Вот когда я увидел, я вообще ничего не почувствовал головом, честно говоря. Такой может быть, такой может быть. Ну, это скорее говорит обо мне, чем о твоей работе. Вот именно. Что это может обо мне сказать, головом? Не знаю. Не знаю, ну, может быть, вот. Может быть. Не твое, не знаю. Не твое. Вот здесь я вот догадываюсь. Холлинская хитрость включилась, кажется. Только догадываюсь, что ты испытывал, и ты спрашиваешь, что я можно свою догадку твою озвучить, пожалуйста? Ну, я догадываюсь, что ты не понял, потому что ты, может, не прочитал, там, это правда. Не вник в технологии, поэтому, ну, это такая ошибка большинства людей. То есть это ошибка все-таки моя? Ну, не ошибка, а упущение. Может, если ты пошел понять это, то ты упустил момент вот концептуально изучить. Хорошо. Вот, когда мы говорили про твои языки, ты сказал, что 14 языков было использовано на бараньих. Да. А если бы какие-нибудь люди, которые обращают внимание на права животных, тебе предъявили за то, что ты использовал 14 языков, а корова, сколько там пришлось коров, сколько там внутренности своих коров было? Я считал где-то 5 желудков. Нормально ли ты считаешь, что животное отдает свою жизнь, чтобы ты смог сделать художественное высказывание? Ну, во-первых, животное не отдавало никакой свою жизнь. То есть я их купил на рынке, так скажем. Вот, то есть никто специально для этого не умер. Вот. Ну, вообще, в принципе, это нормально использовать части мертвых животных для того, чтобы сделать какое-то художественное высказывание, на твой взгляд? На мой, да. Нормально. То есть, да. А если человечек какие-нибудь органы использовать для этого же, которые тоже умерли, ну, не ради твоего произведения? Можно? Я думаю, да. Можно. Хорошо.
Можно задать еще несколько вопросов непосредственно о тебе и, может быть, немножко о твоем внутреннем мире? Ну да, давай попробуем. Какой у тебя любимый цвет? Их много. Ну, вот первый, который на ум пришел, когда я вопрос задал. Синий пускай будет. Я понял. У тебя есть хобби, Амгалан? Хобби нет. То есть я не собираю там из спичек домики, там Я какие-то. понял. А кто у тебя любимый певец? Певец. Певец. Нет такого. А любимая певица? И такой нет. А какой у тебя любимый спорт, Амгалан? И такого нет, я не спортивный совсем. Ну, ты зарядку же делаешь все равно по утрам? Ну, я хожу в фитнес-зал, хожу на плавание. Но это не то, чтобы любимое. Ну, спорт тебе не... То есть тебе, допустим, если сравнить, тебе больше интересен мир искусства или мир спорта? Конечно, мир искусства. Или, может быть, еще какой-то мир есть, там, не знаю, мир автомобилей, да? Или мир секса, не знаю. Я думаю, что мир искусства единственный мир, который мне интересен. Серьезно, а почему? То есть почему, допустим, тебе мир искусства привлекает больше, чем мир секса того же? Потому что в мире искусства есть все. А в мире секса ты чего-то не сможешь найти? Возможно, там нет искусства. Возможно. В сексе нет искусства? Возможно. Ну, почему ты это Почему считаешь? так? Считаю, ну, не знаю. Не то, что не знаю, знаю, конечно. Объясни, пожалуйста, Амгалан. Если в сексе есть искусство, то окей, пусть будет секс тоже. То есть оно там все-таки есть? Бывает. Бывает. А Хорошо. бывает и нет. Если ты понимаешь, о чем. Ну, у меня тоже какие-то свои догадки, которые с моим опытом связаны. Окей. И, возможно, мы говорим о разном, а возможно, об одном и том же. Понял. Вот. А ты фильмы смотришь? Да, вот кино меня вдохновляет. А Как вот искусство. какие фильмы, допустим, мы можем посмотреть, чтобы лучше понять, кто такой Амгалан Аринчине? Я очень люблю фантастику и фэнтези. Вот эти два жанра, еще если они смешиваются. Это вот «Властелин колец», например. «Властелин колец», «Хоббит», «Алиса в стране чудес», не знаю, «Интерстеллар», «Звездные войны». Понятно. Вот. Хорошо. Все фильмы, которые о фантазии человека о будущем. Или о другом параллельном мире. А «Звездные войны» тогда не подходят? Они не про будущее? Там они говорят, что давным-давно в далекой галактике, давным-давно, значит, в прошлом. Так можно говорить с позиции будущего человека. Понятно. Ну ладно. Или- Но фильмы-то вышли сейчас. Ну, это же фантазии о каком-то другом мире, Ну что ж, ладно. который мог бы быть в будущем. Хорошо, Амгалан. Амгалан, я думаю, что будет некрасиво по отношению к нашим зрителям умолчать о том, что мы с тобой трудимся в одном и том же здании. Да, это правда. Согласен, что будет Это некрасиво. Да. И я думаю, что также будет некрасиво умолчать о том, что у нас есть туалет, и ты оставил там надпись. О, да. Ты помнишь ее на память? Нет, на память не помню. Я Это тогда такая- своими словами можно скажу, а ты поправишь меня, если я не прав. Короче, надпись такая: тот, кто избегает насилия, может так делать только потому, что есть люди, которые совершают это насилие ради него, Вспомнил. за него. Что-то типа того. Корректно я воспроизвел? Да, корректно. Почему ты нанес эту надпись на наш туалет? Ну, во-первых, я нанес, потому что Нет, точнее, почему ты именно эту надпись нанес? именно эту. Но эта фраза, мне кажется, попалась в какой-то период такой, в котором она была актуальна. Контекст был такой. Это где-то в начале марта, конце февраля 2022 года, я так понимаю? Ну, давай скажем, да, в этом периоде, там, весной. Хорошо. Или, там, конец Весной зимы. 2022 года. Вот, и мне показалось это очень точно и правдиво. Ой, коли так, ты можешь сказать, коли я это слово вообще никогда не говорю, ты можешь сказать, Отсель. кто, допустим, совершает насилие ради тебя, Амгалан? Наверняка много людей таких. Парочку примеров, чтобы зритель мог понять, о чем речь. Но это не конкретные люди. Всегда совершается насилие не благодаря, а и это насилие позволяет, наверное, жить мне в мире. Ну, вот Лично конкретный мне. пример. Мне хочется конкретику привнести. Ну вот типа какой-то там Вася убил кого-то, чтобы я жил лучше. Типа того ты хочешь пример какой-то. Ну, ты очень утрировал, но да. Ага. Нет, я не могу так сказать. Ну, у тебя в голове есть, но ты не хочешь озвучивать, да? Не, я не могу найти какой-то, насколько я должен конкретизировать. Хорошо. Насколько значимым для тебя стали события, которые начались 24 февраля? Значит, повлияли ли они на мою жизнь? Ну, Я да. думаю,
вообще для тебя это было значимое событие или нет? Да, конечно. Значимый. С чем можно по значимости сравнить? По значимости... Есть что-то такое же значимое? Мне кажется, нет. То есть это Для было, меня нет. Для тебя это было самое такое Да. значимое? Да. Ну, это значит, да, очень значимое, весьма значимое, Да, супер значимое. это, наверное, это единственная вещь такая вот, которая в моей жизни. То есть я никогда раньше не слышал, не испытывал, не был современником таких событий. Я понимаю. В Бурятии есть люди, которые называют это войной, есть люди, которые называют это спецоперацией. Ты каким больше принадлежишь, к первым или ко вторым? Ни к тем, ни к другим. Почему ты не поддерживаешь ни тех, ни других? То есть, Мне кажется, я понимаю и тех, и других. Вот Серьезно? так. Да. И в определенной мере ты, получается, сочувствуешь и тем, и другим? Да. Людям, да. Хорошо. Мы можем, допустим, объяснить, почему ты сочувствуешь тем, это спецоперации? Но этим людям, возможно, у меня нет сочувствия, так скажем. Но есть потому что понимание. Я не знаю, да, есть понимание. Что ты понимаешь? Но я понимаю, почему это они вот решили сделать, допустим. Понять значит простить? А понять нет. Хорошо. Теперь почему ты сочувствуешь тем, кто называет это войной? Потому что эти люди, мне кажется, у них такое, они освобождаются, у них как бы цель освобождения себя там за свободу, за какие-то. Они это кто? Мы сейчас про кого говорим? Про жителей Украины или про тех, кто называет это войной? Про всех. Я думаю, что все, кто называет это войной, они вот одинаково воспринимают это событие и, возможно, одинаково участвуют в этом. Мне кажется, они тоже участники, и они тоже борются за те же самые ценности, что и люди, которые непосредственно участвуют со стороны Украины. Хорошо. Когда ты, допустим, видишь символы V и Z, какие эмоции ты испытываешь, что чувствуешь? То есть это, там, не знаю, пофигу или грусть, раздражение, радость, может быть, гордость? Вот я никаких не испытываю эмоций. Это пофигу вообще. знаки, да, всего лишь знаки, которые они могут означать и это тоже. Хорошо. И совсем другое тоже. Ну, то есть тебя они не расстраивают, Да, не вот печалят? эта символическая диалогия как-то. Ну, если бы, допустим, у тебя нет автомобиля, Нет. вот если бы у тебя был бы автомобиль, В бы мог бы, допустим, поставить себе или Z на автомобиль? Нет. А если бы кто-нибудь другой бы тебе Z-ку написал бы, ты бы стал бы ее отдирать бы? Ну, да, она же загрязнена, ну, как бы, Портит внешний без вид. моего согласия, по крайней мере. Хорошо, хорошо. Путин для тебя хороший парень или плохой? Не знаю. Что мешает однозначно ответить? Я не так, я не изучал его То есть ты видишь личность. что-то в нем и хорошее, и плохое, правильно я понимаю? Нет, я не могу сформулировать свое мнение по поводу этого человека. Я вот не изучал его так, чтобы... Я живу, как бы, при нем, да, при его президентстве. Достаточно. Доволен жизнью, в принципе? Лично, ну, лично я не испытываю столько вот неудобств. Ну, то есть нормально живется, в принципе. Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Цыганов? Вот вообще не знаю про него, как бы он выпадает из спектра моих интересов. И я как-то вообще Почему он тебе не интересуюсь. интересен? Потому что не так влияет на мою жизнь, наверное. Ты считаешь, что он влияет на твою жизнь? Ну, по крайней мере, да. Да. Хорошо, Я думаю, хорошо, что да. хорошо. Ты военнообязанный? Да. Служил? Нет. Вот если бы сейчас тебя призвали бы, как бы себя повел бы? На какие-нибудь учения бы? Ну, мне кажется, можно было только насильно меня туда забрать. Хорошо, хорошо. Ты вообще конфликтный человек? Мне кажется, нет. Ты типа дрался там, что-нибудь такое? Вот никогда. А у вас в Амгаланте как пацаны решают конфликтные ситуации? Дерутся? Дерутся? И братву там подтягивают с города? Ну, это когда было? Это вот я в Амгаланте был очень давно, но при моих, когда я в школе учился, ну, драки были, конечно. Хорошо, хорошо. Амгалан, тебе сейчас 36? 35. Будет 36 в следующем году. Да. Ты в феврале родился, кажется? Да. В феврале. Открой секрет, почему ты выглядишь так хорошо для своих лет? Не знаю. Хорошо. Нет секрета, не знаю его. Ты знаешь такую фигню, такое выражение, что типа если в 20 лет нет ума, то его и не будет. Если в 30 нет денег, детей, то их не будет. И если в 40 нет денег, то их тоже не будет. Слышал. Слышал. Что с деньгами, Амгалан? Ну,
Нормально. Ты себя можешь назвать обеспеченным человеком? Я могу себя обеспечить. Обеспеченным. На основании чего можно так сказать? Ну, тех денег, которые зарабатываю, мне лично хватает. То есть для тебя обеспеченный человек – это тот, которому хватает денег? Тот, кто может обеспечить свою жизнь в пределах нормы, которую он считает нормой. Ну вот если бы я тебя спросил бы, чего ты достиг в материальном плане, что бы ты обозначил бы? Независимости. Самая ценная фигня, которой ты владеешь, материальная? Самое ценное. В деньгах, в смысле, да? Ну, Самая дорогая вещь. Да, самый дорогой актив, который ты имеешь, который может быть продан за деньги. Самое ценное материальное, да? Я думаю, телефон. Телефон. Хорошо. А самое дорогое, что ты имеешь не из материального? Ой, этого много всего. Друзья. Сколько тебе надо деньжат, чтобы комфортно себя чувствовать в Улан-Удэ? Ну, 1060, я думаю, да. 1060 Да, в месяц. представляешь? Ну, это вообще нормально, да? Можно расслабиться. Это без ипотек, без всей фигни, да? Да. Хорошо, хорошо. К нам иногда приходят девчонки, которым лет за 30, и я их иногда спрашиваю, типа, вы чувствуете на себе давление окружающих, что типа пора рожать или что-нибудь такое? А ты, я вам говорю, будучи 35-летним мужчиной, чувствуешь на себе давление или же ожидание окружающих насчет того, что ты должен продолжить свой род? Нет. Не чувствуешь? А от себя ты чувствуешь какое-то такое ожидание сам от себя? Сам себя? Нет. Ты хотел бы, чтобы у тебя были дети? Я думаю, что семья это не мое. Почему? Расскажи, пожалуйста. Ну, потому что, мне кажется, дети... Ты пробовал? Завести семью? Нет, никогда. Ну, то есть ты так думаешь, как бы не имея этого опыта? Да. Ты расскажи, пожалуйста, почему? Ну, сам для себя я решил, что дети – это такой способ записать свое имя в вечность, то есть передать генетический материал или… Вот я так расцениваю семью. Продолжить, там, передать капитал, допустим, да. Мне кажется, капитал передать мне как-то, ну, идея сама, ну, такая себе. Хорошо. А вписать себя в вечность я могу другими способами. Окей. Но ведь семья это не всегда ведь только дети, это может быть приятный, надежный человек, который рядом. Это тебя тоже какие-то такие постоянные, длинные, моногамные отношения не привлекают? Не то чтобы, мне кажется, я вообще одинокий в плане, я занят очень работой, своим искусством, в котором я, и мне весело, общаюсь я с друзьями, мне хватает общения, самореализации тоже хватает, и я не вижу в этом уравнении какого-то человека, которого мне не хватает. Хорошо. Близко. Ушаны хайр асадул брадар. Харжа балхова. Болха. Это гая бурят басхан. Хамба. Шини хархадышни. Головой. Нюрара. Тосово. Кемулда. Маш. Хайла. Маша зона. Это гая бурят ховон. Мы такой. Тим хун олдук. Буряду олсе это гая газар. Байхл. Бахал. Олангудын это гая газар. Хошин хота. Те. Дорте хол. Баншташу. Башта шолан. Зе. Дорте унр. Айнонор. Айсар хота. Мында. Шумына жаргалтай өш. Жаргалтай. Юшаме жаргалтай болганы. Ху ему бутын, хунанды бәні, Ке. жарғыл бішал. Хада жаргалтай багыш. Хода. Баганага. Бағынағына. Зе. Вайвен. Хенда. Берте. Бәкті.